А Кубок президента Федерации футбола Коми уехал в Сыктывдин. Второе и третье место, соответственно, у команд Сысольского и Кайгородского района. Таковы результаты первого турнира по мини-футболу на снегу, который реализуется в рамках проекта «Южная футбольная лига». Битва за лидерство проходила бескомпромиссно и упорно. Константин Рамаданов отметил важность момента, ведь на этот период большое количество сельских ребят отказалось от праздного времяпрепровождения. Егор Ильченко о новом витке развития спорта в глубинке. Проблемы спортивной отрасли в Прилузском районе, пожалуй, во многом схожи с другими муниципалитетами. Глубинку беспокоит аварийное состояние спортзалов, либо полное их отсутствие. Республика призывает местные органы власти, прежде чем обращаться за помощью, пробовать решать проблему самостоятельно. И такие находятся. К примеру, глава Обьячева предложил восстановить для спортивных нужд бывшую школу. Та пустует без малого 10 лет. Года 3 назад, был разработан проект для того, чтобы реализовать из этого здания бизнес-инкубатор, в том числе и подразумевалось, чтобы устроить различные залы для занятий детей. Поменяли, нижние венцы, имеются у нас новые рамы, осталась, скажем так, внутренняя отделка, наружная, и прежде всего, конечно, кровля. Если верить смете, ремонт обойдется в 36 миллионов рублей. Вице-премьер Константин Рамаданов потребовал вопрос рассмотреть более детально, а главное определиться, что лучше – капремонт или полный снос здания, на месте которого можно было бы построить и многофункциональный спортивный комплекс. К примеру, как центр единоборств в Сыктывкаре. Все потому, что потенциал очевиден. Первый турнир республики по зимнему мини-футболу выявил целую плеяду молодежи, готовой заниматься спортом профессионально. Игра в рамках созданной недавно Южной футбольной лиги – это кузница кадров молодых специалистов. До самого финала можно было говорить об интриге. Каждая команда проявила рвение и интерес к борьбе за Кубок президента Федерации футбола. Это было особенно видно на последней игре, когда сошлись сыктывдинцы и сысольцы. 2-1 в первом тайме, потом счет сравнялся. Потом снова удар Сыктывдина и 3-2, которые решили исход примерно равных по силе и возможностям команд. Я считаю, что любое спортивное мероприятие актуально, и чем больше их будет, тем лучше, потому что даже на примере нашего турнира я могу сказать, что большое количество ребят отказались от праздного времяпрепровождения и предпочли этому игру в этом турнире, что уже, в моем понимании, является позитивным эффектом. А то, что мы начали новый хороший проект, я считаю, что это очень здорово. Южная футбольная лига состоялась. Вице-премьер отметил, нынешние состязания только начало. Впереди турнир по большому футболу, который должен состояться в начале лета. Кузница футболистов продолжит работу. Егор Ильченко, Олег Костромин, телеканал Юрган, Прилузский район.